И это может быть, когда человек как зародыш в чреве матери, когда плод отменяет себя перед матерью, и у него нет никакого собственного мнения. А как сказали мудрецы, плод — это часть матери, и он питается тем, чем питается мать, и у него нет никаких собственных прав. И он не может задать никаких вопросов. Но у него вообще нет имени. Таким он себя делает, что у него нет никакого имени. Как будто не находится высшим, не мешает высшему. То есть не выражать в себе чуждую силу высшему, как будто кусочек плоти чуждый в матери, и тогда плод сразу же дает, отравляет тело. И здесь как раз чудо, что зародыш делает так, что все тело высшего работает ради него, а не отвергает его. То есть есть в нас, в нашей природе, то есть в этом мире сила самоотмены, развивающегося плода внутри матери. И это называется, что он безмолвен, то есть отменяет себя, что нет у него рта для задавания вопросов. То есть он закрывает себе рот во время ссоры, отменяя себя. И есть у него много вопросов и много гнева. И он над этим отменяет себя. И это в то время, когда человек может идти с закрытыми глазами выше разума и верить верой мудрецов и идти до конца. Он не может сказать здесь Рабаш в других словах, потому что в это время человек ничего не знает. Это называется «иди до конца», верить мудрецам. Короче, полностью отдать себя и все, когда не важно мне то, что я чувствую в сердце, не важно, что происходит у меня в разуме, я отменяю себя по отношению к высшему управлению. И это называется зарождением, когда у него нет рта. И зарождение означает, пишет Бааль Сулам в Тес, это ступень Малхут, которая является наиболее маленьким и сокращенным малым состоянием, называется зарождением от слов нарушения и суды. И надо объяснить смысл преступления и суды. Поскольку человек должен идти с закрытыми глазами выше разума, выше своего разума, тело сопротивляется этой работе. Поэтому, поскольку человек должен постоянно преодолевать, это называется нарушением, гневом и бедой. И поскольку это трудная работа, постоянно продвигаться, преодолевая, отменяя себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что Высший хочет. А он в этом готов отменить себя во всем. Он не может помочь Высшему, как это будет на ступенях вскармливания и большом состоянии. Но отменить себя и дать Высшему все свое тело и душу, и сделать с ним все, что хочет Выше, это называется зародышем, самая малая ступень в духовном состоянии. Это называется зарождением, которое является малым состоянием, самым малым по своей возможности. Не отчаиваться. Вместе это возможно. Давайте сделаем.